Переходим к выполнению практической работы в рамках обучающей программы «Доступность общественного объекта. Минимальные требования». Для начала вам необходимо зарегистрироваться на сайте «Доступный Казахстан». Чтобы зарегистрироваться на сайте «Доступный Казахстан», необходимо зайти на сайт. Для этого в поисковой строке браузера мы пишем следующий текст «Доступный Казахстан» на русском языке или на английском языке doskaz.kz. Выбираем из предложенных вариантов нужную нам строку и заходим на сайт. Система предлагает вам выбрать нужную категорию пользователя, вы ее выбираете. Это необходимо для того, чтобы система в зависимости от вашего выбора смогла присылать вам уведомления о занесенных на карту объектах в вашем населенном пункте. И это будет информация, наиболее нужная именно для выбранной вами категории пользователей. После этого система предложит вам выбрать город, в котором вы проживаете. Если вы проживаете в сельском населенном пункте, то вам необходимо выбрать город, который наиболее близко расположен к вашему селу. Система сразу предлагает город Нур-Султан или сменить город. Нажимаете на кнопку «Сменить город» и выбираете из списка необходимый вам город. Приступаем к регистрации. В верхнем правом углу экрана расположен значок «Войти». Нажимаете на него и оказываетесь на страничке регистрации. Система выдает вам список возможностей для авторизации. Я предлагаю вам авторизоваться по номеру телефона. Это наиболее удобный способ. Но вы можете выбрать и другой путь авторизации. Нажимаю на строку «Или войдите с помощью телефона». Ввожу номер своего телефона, затем на кнопку «Отправить код». На мой телефон придет сообщение с кодом, который необходимо ввести в строку «Код из СМС». После того, как вам придет сообщение с кодом и вы введете этот код, появится кнопка «Войти на сайт», которую вы нажимаете. Теперь вам необходимо заполнить свой профиль. Система автоматически будет заносить в ваш профиль достижения, объекты, которые вы занесли на карту доступности, жалобы, которые вы сформировали при помощи наших шаблонов, задания, комментарии и уведомления. Переходим к заполнению вашего профиля. Система просит выбрать категорию пользователя, об этом мы уже выше говорили. Далее вы заполняете фамилию, имя, отчество по желанию. Выбирайте свой пол, женский или мужской. Далее система просит у вас адрес электронной почты. Это нужно для того, чтобы мы смогли отправить вам ответ в случае, если вы нам отправите какой-то запрос, зададите вопрос, попросите консультацию. Следующая строка – это номер телефона. Должен быть тот номер, на который вам пришел код для регистрации. Далее вы выбираете город из предложенного списка. Следующая строка – дата рождения, которую вы выбираете с помощью календаря. Далее вы нажимаете на кнопку «Сохранить». Поздравляю, вы зарегистрировались на сайте «Доступный Казахстан». Теперь вы принадлежите к участникам сообщества, которое занимается защитой прав людей на свободу передвижения. Следует отметить, что вся информация, которую вы вносите в свой профиль, закрытая, то есть никто не сможет воспользоваться этой информацией. Мы строго соблюдаем все меры предосторожности. Вы можете заходить на карту, заносить на карту объекты, редактировать информацию об объектах, пользоваться учебными материалами, смотреть наши видеоролики и многое-многое другое. Что еще необходимо сделать? Система вам предложит подписаться на уведомление о добавлении нового объекта для указанной вами при заполнении профиля категории пользователей или выбранного вами города. Все очень просто. Выбирайте «Да», если вы согласны получать уведомления, «Нет», если не согласны. Если вы выбрали «Да», то система сразу сообщит нам, что вы подписались на получение уведомлений о новых объектах и категорий, какую выбрали, и по региону, в котором вы проживаете. Подтвердите, нажав на кнопку «Хорошо». Все,
Регистрация проведена успешно. Теперь вы можете ознакомиться с содержанием сайта «Доступный Казахстан». В следующей части обучающей программы мы ознакомимся с процессом проведения мониторинга общественного объекта. До встречи!